Я называю ее преступной медициной, можно называть псевдомедициной, что я сам из медицины. Вот, и это мы по-другому воспринимали, нас воспитывали по-другому. Медицина – это что? Это прививки. На первом месте прививки. На втором месте плацентарный бизнес. Знаете, плацентарный бизнес – кошмар, это многомиллиардный, десятки миллиардов долларов, десятки, сотни. Женщины знают, кто рожал, что это такое. Я подробно уже не буду. Короче, когда, я давно это уже открыто, известно, когда рожается плод, роженица лежит еще на столе, и еще пуповина, и еще мать продолжает сердцем своим перекачивать кровь через плаценту ребеночку, который уже лежит на родильном столе. Он первый, у него крик, там есть механизм, я помню, как мы учили это, как механизм первого вздоха. Это же целая наука, это целая там глава посвящена. Механизм первого вздоха у новорожденного. Почему он вдохнул? Вот. Но это отдельный разговор. Так вот, что нужно сделать в норме? Как рожали в старину? Выходили в поле где-то и давали, чтобы мать до конца прокачала через плаценту свою кровь. Там все самые ценные питательные вещества. Я изучал это и помню. Там все гормоны, там все защитные, там все антибиотики. Все, что надо. И русские женщины рожали в прошлые века, в России, да в любой стране. Они ждали, пока все перекачает, и мать отдаст все иммунные тела. Иммунитет, самое главное, отдаст. Иммунитет, так называется. Ребеночку перекачает. Это может быть 20 минут, это может быть 30 минут. Ну, надо просто подождать. И тогда пуповина спадает. И все, и тогда просто накладывается два зажима, пересекается, все, ребеночек остается здесь, все. Через несколько минут там начинается отслоение, последа или так называют это. Все, и он спокойно выходит. Бывает, не выходит, тогда это осложнение, тогда надо идти воскабливать. Это отдельный разговор, это уже, так сказать, не дай бог. Понимаете, что делают при плацентарном бизнесе бизнесмены на этом деле? Как только родился ребенок, сразу накладывается два зажима, пересекается, и плацента либо сама выходит, либо ее аккуратненько выскребают, типа рукой, либо могут там приборами специальными. Вот. Потом все это в стерильный мешочек и в холодильник. Это бесценные вещи для косметических фирм, как минимум для косметических фирм, для фармакологических фирм, которые выводят там и стволовые клетки, вот для этого треугольничка, понимаете, который наверху, это клондайк, это миллиарды долларов. А потом что? Каким получается ребеночек? Он как минимум не получил материнский иммунитет. Что ему надо сделать? 7 прививок. 7. Есть статистика, что в Америке там вообще до полугода сколько прививок, от полугода до 1,5 лет, и они прививками качают, хотя все дано в природе матери, в самом порядке вещей. Сам просто порядок вещей. Природа сама дает. Мы сегодня говорили, природа дает свое. Не надо никуда нестись, не надо влазить в процесс этот. Вы поняли меня? Значит, вот это медицина. То же самое, извините, отдельный разговор. Знаю, что, может быть, был бы специалист, он, наверное, не согласится со мной. То же самое трансплантология, пересадка органов. Это огромнейший бизнес, бизнес на крови. Это почки. Вы знаете, что Молдова имеет одно из первых мест по продаже почек на пересадку. Там огромные деньги, самому человеку там до 10 тысяч, насколько я знаю, долларов, вот, на одно из первых мест. Потом пересадка сердца. Это же отдельный разговор. Вы понимаете, что для того, чтобы пересадить орган, его надо взять у живого человека. У живого.
как бы сейчас пытаются найти некую объективную грань, что вот нет, он уже все-таки умер. Вот 5 секунд назад он жив, а сейчас уже умер, и поэтому можно забрать. Если он умер, то закрываются сосуды. Все, их уже не промоешь. То есть фактически человек, который еще живет. То есть это абсолютно отдельный разговор, и найти вот эту грань невозможно, где жизнь, где смерть. Но они находят, они просто берут орган. Я знаю, есть совершенно жуткие материалы, сколько взято органов в Ираке, в Ливии, на Украине, в Косово, Хачи-Тачи, Хачи, да. Да, он был главнокомандующий этой армии, а сейчас президент. Он сейчас президент, его принимают на высшем уровне. Он возглавлял эти лаборатории, у него было все. Это невероятный бизнес. Брали у живых людей. Даже наркоз не давали. Так, извините, по голове дадут прикладом, и все. Войны, как метод депопуляции, глобальной депопуляции населения, это последний метод. Зачем тратить металл, пули? Зачем рисковать солдатами? Хотя они пушечное мясо, но все равно. Если можно взять, разработать прививку и через 5-ю колонну какую-то конкретную, птичий грипп, и через 5-ю колонну всунуть в той или иной стране. И все. А прививки, они ведь разрабатываются в одних и тех же лабораториях. Как правило, это военные разработки, секретные военные лаборатории. Разрабатывается и вирус, и антивирус, то есть прививка к нему. И то, и другое они втюхивают с одной единственной целью.